России проблема обманутых дольщиков резко появилась в 2005 году. Тогда на улице Москвы вышли на митинги люди с требованием наказать и решить проблему обманутых людей. По официальным данным, в России число зарегистрированных дольщиков по новому законодательству составляет более 86 тысяч человек. Сюда не вошли люди, которых просто обманули. Эта проблема не обошла и Якутию. В реестре значились более 800 человек. Конечно, я по рекламному счету, который был возле этого дома, нашла адрес. Северное Саха-ипотечное агентство, пришла туда. Я знаю, что вот многие строители у нас в Якутске работают, значит, за 2-3 года дом строят. И точно самое мне сказали в Саха-ипотечном агентстве, что к концу 2013 года этот дом будет сдан. Естественно, я поверила. И ходила и мечтала, что, как говорится, у нас будет все отдельно. Вот. Но все честные строители в этом Якутске, как говорится, много домов понастроили, а наш дом с 2012 года стройка вообще замедлилась. По чайной ложке в год мы строили этот дом, строился этот дом. А наши Американов сейчас банкротит свою компанию, и, как говорится, мы думаем, что этот дом нам не достанется. А нам показали, как говорится, большую-большую вот фигу. Ну, меня зовут Александра. Как и все здесь, я могу остаться без квартиры и без денег. Это все из-за авантюры Мерикянова. В 2012 году по программе АЕЖК «Молодая семья», жилье для молодой семьи, мы вступили в ипотеку. В конце концов, программа «Жилье молодой семьи» не сработала. Семьи уже нет. Мы думали, поверив лживой рекламе Америкянова, что перетерпим мы зиму, и у моей мамы вместо ЧБшной квартиры будет благоустроенное жилье. И мы эту ЧБшку продали и внесли его как первоначальный взнос. Вступили в ипотеку, заплатили вот за квартиру в этом доме. А этот Америкянов оставил нас без квартиры и практически сломал нашу жизнь. Я вот хотела бы, чтобы те люди, которым государство поставило защищать интересы нас, чтобы они помогли нам, чтобы достроили дом или хотя бы заставили Америкянова, чтобы он наконец-то достроил этот долгострой. Заявления дольщиков по северной компании были приняты и рассмотрены городской прокуратурой Якутии. Данные правонарушения регулируются федеральным законом от 30 декабря 2004 года номер 214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации. Ну, если вы имеете в виду дольщиков общества с ограниченной ответственностью «Северная строительная компания», то необходимо отметить, что в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий застройщика при строительстве многоквартирного дома по улице Каландрашвили. Мошеннические действия были выражены в том, что денежные средства дольщиков выводились застройщиком в аффилированные им коммерческие структуры предприятия. В целях восстановления нарушенных прав и законных интересов обманутых дольщиков при прокуроре города создана и активно работает межведомственная рабочая группа по защите их прав, в состав которой входят представители контролирующих органов, а также органов местного самоуправления. Ну, в данном конкретном случае результатом работы межведомственной группы явилось завершение строительства данного дома. На территории города Якутска имеется 55 застройщиков, осуществляющих строительство 108 объектов с привлечением средств участников долевого строительства. Заключено более 5000 договоров долевого участия в строительстве. Но зачастую возведение многоквартирных домов сопровождается нарушениями требований действующего законодательства. Прокурорский надзор в данной сфере направлен в первую очередь на устранение административных барьеров и восстановление нарушенных прав и законных интересов горожан. В текущем году прокуратурой города выявлено около 60 нарушений, для устранения которых принято около 50 актов прокурорского реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 28 лиц.
В деятельности застройщиков установлено нарушение сроков предоставления отчетности, информация об использовании денежных средств участников долевого строительства, включение в договоры условий, не соответствующих действующему законодательству, незаключение договоров страхования, привлечение денежных средств через расчетные счета третьих лиц. Возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам незаконного привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома обществом «Товары Саха-Якутместпрома». Мошеннических действий застройщиком «Северная строительная компания», «Черов и компания». Принятыми ранее нами мерами прокурорского реагирования нам удалось добиться исключения из перечня проблемных объектов 6 таких объектов по застройщикам общества с ограниченной ответственностью «Эркин Инжиниринг», «Делайн», «СС Стиль», «Сирстрой», «Глория» и другие. Отдельные объекты данных застройщиков были завершены строительством и введены в эксплуатацию. По остальным объектам бюджетом республики было принято решение о предоставлении им социальных выплат в размере вложенных денежных средств. В итоге данной работы по всем вышеуказанным объектам было восстановлено права более 550 семей. Также у нас имелся факт задержки ввода в эксплуатацию жилого дома в 2016 году застройщиком ООО «Сирстрой» многоквартирного дома по улице Аюньского. В ходе проверки мы установили о том, что застройщиком не выполнены договорные обязательства с ресурсоснабжающей организацией в плане подключения к сетям коммунальной инфраструктуры. И в результате работы межведомственной рабочей группы данная проблема была решена. Долг застройщика в размере более 6 миллионов был погашен, и дом, соответственно, введен в эксплуатацию. 125 семей получили жилые помещения. Из 4 проблемных объектов получается введены 2 объекта, это блокированные жилые дома А и Б по 7 километру Покровского тракта застройщика ООО «Теплосервис». И в ближайшее время мы ожидаем ввод в эксплуатацию 27-квартирного жилого дома по улице Пекарского, застройщика ЖСПК Пекарского. Решением правительства Якутии была создана межведомственная комиссия по вопросам дольщиков и выделения финансовых средств на достройку домов и выплаты компенсаций обманутым дольщикам. Но и при выплате дольщикам денежных компенсаций не обошлось без вмешательства прокуратуры. При исполнении судебных решений о взыскании застройщиков в пользу граждан-участников долевого строительства в деятельности судебных приставов выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с необоснованным приостановлением на длительный срок исполнительных действий и волокитой. Благодаря работе прокуратуры выплаты получили 400 обманутых дольщиков. Межведомственная комиссия – это якутский метод решения проблем дольщиков. Энергоресурсные организации с большим трудом принимали решения по завершению недостроенных домов из-за финансовых долгов предприятий-застройщиков. Но четкая позиция Минстроя Республики и прокуратуры дала результаты. Роль прокуратуры города, конечно, очень большая помощь от Александры Егоровны. В плане того, чтобы очень много возникло проблемных моментов, которые удалось решить с помощью именно прокуратуры. Если, например, это нужно бы Якутскэнерго, то вызывали там Якутскэнерго, отрабатывали с ними пути решения, что надо, план действий какой конкретно, пошагово как сделать. На межведомственной рабочей группе принимались те решения, которые, получается, уже давались поручения, соответственно, прокурора, рекомендации, которые исполнялись своевременно и даже в ускоренные сроки. Мы разработали дорожные карты. По завершению строительства. И там прямо пошагово, попунктно расписали все те действия, которые должны совершить как дольщики, так же и с каждой из сторон. В государственном бюджете было заложено в этом году 45 миллионов рублей, и из которых, получается, 30 миллионов получил ЖСК «Даба», и 15 миллионов рублей получил ЖСК Пекарского. Взаимодействие всех органов власти и четкая работа прокуратуры Якутии, города Якутска, позволили организовать дольщиков и ввести в эксплуатацию недостроенные дома. Очередь обманутых дольщиков сократилась до 124 человек. Эта работа, в отличие от прошлых лет, очень эффективна. И в составе этой межведомственной рабочей группы
есть как сотрудники министерств, так и надзорных органов, в том числе прокуратуры, управления Госнадзора и муниципальных образований. И вот эта непосредственная совместная работа, постоянная совместная работа дает очень хорошие плоды. Вот основная причина задержек строительства иногда, кроме финансовых средств, является и, честно скажу, бюрократия наша, да, и вот чтобы преодолеть вот административные барьеры, вот эта работа межведомственной рабочей группы дает очень хорошие плоды. В реестре у нас состоит на сегодняшний день 301 обманутый дольщик. В связи с вводом 7 жилых домов вот этот список сокращается на 160 дольщиков. Радостное событие у обманутых дольщиков состоялось прямо в канун Нового года. Люди, ждавшие свои квартиры по 5 лет, получили долгожданные ключи. Понимаете, у нас сейчас такое уже настроение, что мы уже вот-вот-вот-вот, и наконец-то все наши мытарства закончатся. Вот так вот. Как я оформила договор, прошло 5 лет. И вот в течение этих 5 лет, мы уже потеряли надежду, уже практически мысленно распрощались, да. Вот, конечно, радостное. Да, мы в прошлом году до банкротства вообще сидели, как в дальнейшем действовать. Мы не знали, что нам делать. Мы законы не знали, как будет дальше жизнь наша. Дом кто будет достраивать, тоже не знали. И это дольщики, да, обманутые дольщики. Я советую, что не бояться и организоваться. Если застройщик не может сам достраивать, должны собираться все и сами должны достраивать. Помощь от правительства надо. Тем не менее, прокуратура призывает всех граждан, которые собираются приобретать жилье, обратить внимание на основные правила, которые они должны знать. А также обращаю внимание на том, что законом установлена уголовная ответственность застройщика за привлечение денежных средств граждан без разрешения на строительство или в отсутствие каких-либо прав на землю. В отношении застройщиков, которые допустили мошеннические действия и обманули людей, заведены уголовные дела. Им грозят серьезные сроки. Гражданам хочется в который раз сказать: будьте бдительны. В данном случае государство в лице правительства Якутии и органов прокуратуры встали на защиту своих граждан. Но, как говорится, сам не плашай. Ай,